Каждый студент хотя бы раз в жизни мечтал оказаться на месте своего преподавателя, думая, что учить намного легче, чем учиться. Сегодня Северо-Восточный федеральный университет дал студентам возможность узнать, так ли это на самом деле. Сегодня в ВУЗе прошел день студенческого самоуправления. В трудности учебного процесса окунулся и наш корреспондент Павел Танин. Прежде чем начать наш урок, я бы хотела спросить, почему вы поступили именно в Северо-Восточный федеральный университет, почему вы выбрали ИСФИР и чем вас так привлекает китайский? На первый взгляд, это обычное занятие в Институте зарубежной филологии СФФУ. За исключением одного, пару ведет не дипломированный преподаватель и даже не аспирант, а студентка третьего курса того же института. Именно так ежегодно проходит День студенческого самоуправления в СФФУ, который позволяет учащимся почувствовать себя на месте своих преподавателей. Правда, без сложностей здесь не обходится. Сложность преподавания заключается в том, что я учусь на третьем курсе, и я все же чувствую, что я еще не в совершенстве владею иностранным языком, английским языком. Но заменой преподавателей студентами День самоуправления не ограничивается. У студентов есть возможность понять весь рабочий процесс университета изнутри. Так, по совместительству сегодня Анастасия заняла должность заместителя руководителя по учебной работе. Это очень тяжело. Это надо найти всех преподавателей, всем найти кабинет, да, место проведения. То есть это очень сложно. Своих дублеров сегодня получили абсолютно все работники СФФУ, заведующие кафедрами, деканы, руководители подразделений, проректоры. Даже ректорское кресло сегодня было доверено пятикурснику Максиму Сорочинскому. Может показаться, что замены простая формальность, но это мнение ошибочно. Студенты решают серьезные вопросы. На самом деле очень ответственная миссия, я это понимаю. Уже буквально за неделю я готовился к этому. Подходил к Евгении Савине, мы с ней вместе разговаривали, беседовали, обсуждали проблемы, которые есть в университете, обсуждали пути их решения. День самоуправления студентов в СФФУ стал традицией. В этом году его провели в третий раз. И каждый год студенты на своем опыте убеждаются, что учить сложнее, чем учиться. Кроме того, День самоуправления является одним из мероприятий, которые способствуют развитию Северо-Восточного федерального университета. Извините. Павел Танин, Василий Слепцов, НВК «Саха».